начале 20 века на левой части Владикавказа начала складываться обширная Тенгинская слободка, как ее тогда называли. То есть она шла от храма Петра и Павла и на север. Дальше там поселялись рабочие, простые жители, в том числе астинское население вселилось. И чуть дальше, севернее, стала складываться Астинская слободка. Это была, получилась вторая Астинская слободка после первой известной. Она называлась Владимирская. И в 1912 году эту часть посетил тогдашний архиерей владыка Петерим. Беседуя с местными жителями, он услышал, что они просят ему построить храм. Потому что ближайшая церковь, это Петра и Павла, она довольно и далеко, и она как бы военная, и, в общем-то, обслуживает большое число населения. Они хотели свое иметь. И владыка Петерим их полностью поддержал. Городские власти выделили им участок земли. Образовалась инициативная группа из местных жителей. Это были Атаровы, Байматовы, Хитогловы, которые поддержали вот этот проект. Стали собирать какие-то финансы, и довольно быстро, уже к началу 2013 года, был сооружен деревянный временный храм. То есть было решено так, что пока построить деревянный храм и собирать деньги уже на каменный. И начальник дивизии, которая здесь стояла, 21-я пехотная дивизия, он предоставил походный иконостас для этого храма. И в марте 1913 года состоялось освящение вот этой вот временной церкви деревянной, которую осветили в честь Георгия Победоносца. Осветил сам владыка Петерим, и то есть это был тем самым образован второй Астинский приход в Владикавказе. Был назначен священника из числа Астин, это был Моисей Коцоев, и он приступил как бы к дальнейшим действиям. То есть был составлен проект храма, это сделал его епархиальный архитектор Сергеев. В таком интересный проект был каменного храма. И в том же 2013 году, вот осенью, должен был приступить к строительству. Был образован строительный комитет, в который, кстати, вошли не только православные местные жители, и генерал Харанов вошел туда, генерал Кусов, хотя он был мусульманин, тоже поддержал это все. И начали сбор средств, и хотели вот уже в 2013-м и начать стройку, ну как-то задержались немножко. А потом началась Первая мировая война, этот проект как бы затормозился, потому что многие инициаторы строительства ушли на фронт и так далее. И в результате каменный храм и не был построен. В дальнейшем деревянный храм был утрачен, его разобрали. Сейчас там находится школа номер 26 на этой территории. От старого храма осталось только забор вдоль улицы Алдонской.